Пожалуйста, расскажите, пожалуйста, о ситуации в Гагаузии в связи с выборами. Нравится, чем отличаются эти выборы? Что нравится в этих выборах? Что вам не нравится? Ну, как бы сказать вам, что выборы эти отличаются тем, что один из кандидатов выделен из всей массы. Как бы сегодня считаем, что у нас много кандидатов, было 13 кандидатов, но ресурс одного из кандидатов, что материальный, что поддержки, вот мы обращаем внимание со стороны вот Российской Федерации. Думаю, что поддержка этого кандидата стопроцентная, пренебрегая остальными кандидатами. Я знаю, что наш народ высказался на референдуме в сторону Евразийского союза. И вообще наш народ всегда поддерживал Российскую Федерацию. Да и как бы не поддерживал, здесь народ себя чувствует, по-моему, частью Российской Федерации. И редко найдешь человека, который бы сегодня сказал бы, что мы идем в какую-нибудь другую сторону. Да, есть, едут сегодня возможность заработать денег и что в Турции, что в Англии, что во Франции. Люди ездят во все страны на заработки. Но в основном во все времена мы ездили и зарабатывали свои деньги в Российской Федерации. Мы были воспитаны в духе русского языка, и ну, мысли не было, наверное, у нас, что моих родителей, что мой дед. Всегда во все времена все было связано с Россией. Ну, вот эти выборы показывают, что как бы люди немножко даже на нас где-то недовольны тем, что вот такое, как насилие происходит над этими людьми, над их чувствами, что вот этот кандидат как бы нам навязывается, тем больше мы не выбираем, кто из них лучше, кто хуже. Люди наверняка на выборах сами выскажутся. Я не говорю, что какой-то из кандидатов здесь можно выделить, что он какой-то идеальный. Нет, да, все они примерно одинакового уровня и образования, и культуры, и опыта. Есть огромный опыт работы и парламентский у многих есть, и хозяйственников, как мэров городов, наших сел. Поэтому думаю, что вот такая черта, как преобладание поддержки одного кандидата, немножко перечеркивает усилия остальных кандидатов и делает выборы как бы предсказуемыми в отношении одного кандидата, потому что люди все смотрят, что как бы чуть ли не говорят о том, что председатель Совета Федерации Российской Федерации будет у нас на самом деле руководить. Многие люди думают, что так оно будет, что мы объединяемся сегодня с Российской Федерацией и мы будем частью Российской Федерации. Вот думаю, что чем отличают вот эти выборы от прошлых выборов. Гагаузскому народу присущи вот такие черты консерватизма в какой-то степени. У них это, в первую очередь, ценности семьи, работы, дети. В то же время и, наверное, и кандидат Башкана или будущий Башкан тоже должен быть семейный, многодетный, допустим, да, прошедший какую-то хозяйственную работу. В данном случае вот эта кандидатура Влах соответствует вот этим критериям гагаузского народа. Знаете, я сразу сказал о том, что, конечно, Грузии смотрят на личность, на человека, который выдвигается, независимо от партийной принадлежности. И, конечно, это в первую очередь критерии, кто он, откуда он, что он делал, чего он добился, из чьих он будет даже. Это у нас всегда, когда выбирали себе жениха или невесту, выбирают вот так, чей он сын, а чья это дочь. Значит, это критерий был немаловажный. Насколько она подходит, это будет решать, конечно, избиратель, люди будут избирать. Я не могу сказать, что конкретно за кого-то проголосуют. Я говорю только о том, что конкретно
видим поддержку со стороны Российской Федерации только в сторону одного кандидата. А правильно, неправильно, уж пусть решает сам избиратель. А то, что у нас всегда был и будет наверняка пророссийский вектор, это отнять наверняка нельзя никаким оружием. Это я знаю точно. Спасибо.